Так, здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав, и сегодня мы, как вы видите, с Дмитричем приехали на рыбалку. Приехали мы поздно, часов, наверное, 9 вечера или в 10 даже, да, Дмитрич? Ехали мы довольно долго, путь был сложный. Да, очень тепло. Когда приехали на место, установили палатки, пока ужинали, поздний ужин. Вот. Так, что еще сказать? Разместились на середине реки, протоки. Вот. Потому что с краев протоки наледи выступили, то есть, и довольно сложно было организовывать, поэтому я ничего не снимал. В принципе, у ребят можете посмотреть, приехали опять с Калининграда, с Красноярска и с Алтая ребята. Вот, поэтому сейчас мы с Дмитрием, у нас вот мы пробудились в палатке, разместились. Произошла только что одна поклевка, да, у Дмитрича. Клеванула. И мы прикормились. И ждем последующих поклевок. Так, я поставил 2 камеры. Буду снимать с 2 ракурсов, если что. Да, там тоже у нас камера стоит, поэтому... Ой, сейчас мы... Сейчас я сразу, пользуясь случаем, для Дмитрича привез подарки. И разрешите мне их вручить. Пока мы не начали рыбалку, Дмитрий, разрешаешь вручать тебе подарки? А? Давай, сейчас я тебе сразу вручу, чтобы не было лишних этих. Но чтобы... Пока мы спать не легли, потому что, возможно, мы сейчас ляжем спать, если мы сильно устали очень. Сильно утомлять тоже нельзя. Дмитрича сердце, как знаете, операция и так далее. Так, давай начнем с того, что вот такой календарик. Ого. В общем, да. Вот, друзья, вот такой календарь рыбы Якутии. Дарим Дмитричу. Это на 2022 год, юбилейный год журнала Баянай. Вот. Вот этот такой вот у меня в 2021 году был. Вот. Это, кстати, фотография сделана тут же, в этом же месте тоже. Вот. Держи, такой тебе календарь на стену дома. Обязательно. Вот. Потом от моих друзей вот от журнала Баянай, собственно, три таких журнала. Вот. Друзья, вот журналы вы можете также подписать, сделать, оформить подписку на журнал. Посмотрите, вот здесь вот такой вот парень есть с большой щукой в руках. Журналы Баянай и календари можно оформить на сайте клеваярыбалка.рф. Есть бутик Баянай. Вот. Поэтому
Дмитричу дарим от друзей, от Баяная почитать. Да. Потом. Будем читать. Будем плевать завтра. Будем читать и передать. Нет, мы не закидывали. Володь, наш брат экипаж просит у вас водить. Следующий подарок, значит, вот от стальных бивней. Вот такой вот нож. Это средний прямой якут с прямым спуском. Вот. Х12МФ металл. Ножи также есть тоже на сайте. И алмазный брусок. Вот. Именно для заточки ножа. Держи. Спасибо. Потом, значит, Вот так. вот такая вот удочка ручной работы. Тоже есть на сайте, соответственно. Вот с таким вот жестким хлыстиком дадим. Давайте Дмитричу, потому что может больших поймает, да, рыб. Может здесь поставить мормышку, ловить. Тоже есть на сайте. Там я Дмитричу как бы тоже принес. Янычу, но Яныч не приехал с нами как бы. Ну, значит, подарим ему там где-то в этом поселке. Да. Вот. Потом, значит, вот, друзья, фирма Shark. Как вы помните, она представлена у меня на сайте. Вот разместилась вот эта фирма. И это японская фирма. Давайте Дмитричу подарим блесна от этой фирмы. Посмотрите, вот такие прикольные. Все сиговые, думаю, тут и щучьи, и куневые будут. Держи. Вот, спасибо. Ну да, можешь. Не то. Это еще не все. Еще это не все. Сейчас вот отсюда тоже выберем, тебе дадим. Вот такие вот балансиры у них. Handmade, ручная работа тоже. Давайте дадим отсюда на выбор Дмитричу любой. Возьми отсюда. Ну, бери большие на щуку. Вот этот тоже возьми, маленький. Вдруг попадется этот. Балансиры фирмы Izumi, поэтому тоже есть, собственно, на сайте клёвая-рыбалка.рф. Переходите, друзья, заказывайте, не стесняйтесь. Вот будем сейчас ловить новую снасть. Завтра будешь, да, уже. Не сегодня, а завтра, то есть. Вот сегодня уже. Уже сегодня, да, точно. Сегодня же уже суббота. Вот. Ну, главное, я тебе подарил нож и этот брусок. И все. Календарь. Календарь, там этот, ага. Ну, завтра, сегодня вся рыба моя будет. Да, точно. Это точно. Так, ну все, друзья. На этом пока подарки закончились. Если что-нибудь еще обнаружим, подарим. Какого жирности, видите? Вот, смотри-ка, сразу вот.
Стой, иди сюда. Дмитрич тащит, давай. Чего он бегает? Первого хотим увидеть. Да, Слушай, на какой жирность. хороший, а? Вообще Надо хороший. на жирность. Ой, опять этот кальмар съели. Ну, можно Так поставить. кусками ты можешь. А целиком такую взять, лупить. Ну, на лимах целиком. Большой возьмет налим. Ну, да и щука лупит. Щука большая. Ну, маленькая сдернуть может, да, в принципе. Пополам его. Так, надо сохранить, пока куда-то ее положить. То брось вон там, Котелок. в двери, потом заберешь, выходить будешь. Ну, Поспочинен, Дмитрий. ну, Первого поймал. Вот Дмитрич первого поймал уже. Вот. А мы сейчас, значит, быстренько сготовим тоже вот нашу удочку. Вот такая вот лесочка у нас тоненькая. Я люблю тоненькими снастями рыбачить. Дай со камеры положу ее. А, ты за камерой Да, пришел? вот он здесь. На. Да, может завтра там пораньше. Да, ты уж встань, вставай пораньше. Ты руками придерживай второй. Итак, доброе утро, друзья. Вот такое сегодня у нас хмурое утро. Очень хмурый, не Да. клюет. Во-первых, рыба не клюет. Дмитрич с утра в 6 часов сидит, да? Ага. Сейчас время 8 часов. Две сороги только. Да, поймал всего 2 сороги. И то в 6 часов поймал. Алпычак. В 6, да? Ну, хоть что-то поймал. И кроме этого он еще, оказывается, спас продукты. Здесь вот бродячие собаки пришли и начали продукты есть. И он это услышал, очень чутко спал, проснулся и спас наши продукты. Вот. Что еще? Дров нам хватило. За ночь 2 раза всего. 1 раз, то есть, да, подкинули? 1 раз ночью. Утром сейчас. Утром, подкинули. то есть, и все. Но мы вчера вечером 2 часа почти подкинули. И утром в 6. То есть 4 часа спокойно дрова держат. Печку держит. Да, печка держит дрова, да. Сегодня я хочу сразу раздарить все подарки, которые привез с собой, и все на этом. Всегда заканчивается. И на этом пускай там они рыбачат. Закончилось. Вот, да. У нас, друзья, уже 2-й лед. Это не 1-й лед, потому что 1-й лед мы открывали на севере, еще севернее отсюда. На Бали. Да, в Анабарском улусе, со Скалахи. Вот. Дмитрич, значит, здоровье нормально, говорит, пульс хороший, да? Ага. Главное пульс. Главное пульс, да. Сейчас мы поставили чайник, погреем, позавтракаем быстренько и Пойдем рыбачить. пойдем снаружи искать, да, рыбу пойдем? Ну, На лед всего. прикормим, чтоб А здесь решили прикормиться, чтобы, да, чтобы потом после обеда здесь уже сорогу тягать. Вот, попробовать. В палатке снег не растаял сильно под полами. Воды немного в палатке. а мы боялись. Да, а мы прям боялись, что тут, наверное, все растает, все будет очень печально. Вот. Как в прошлом году. Мгм. Вчера мы сколько ходим. Да, лед уже толстый, мы прямо на снегоходах прям доехали. Тем более вчера здесь были люди, когда мы приехали уже. Они вон там стоят на берегу. И сегодня утром еще два снегохода. Ураново сейчас подъехали. Да, еще 2 снегохода подъехали. В общем, людей на протоке очень много. Вот. Сегодня буду
Будем рыбачить на балансиры, на блесна, мормышки пробовать. Дров нам хватает сегодня, нет? Вообще как бы по дровам. Хватит, думаешь? Вот. Ну, после обеда я с ребятами еще смотаюсь за дровами. Идет такой мелкий, мокрый дождь, то есть снег. Вот. О, да, кстати. Так. Сейчас. Пока сидели. Да, чуть-чуть вот ливануло. Пока мы оладушками завтракали. И вчерашними остатками котлет Дмитрича. Щучий, да? Щучий, да, который? Как клюет? Клюет? Так, друзья, пока что-то есть. Идет, да? В общем, мы решили, что, по-моему... О, хороший рога, смотри, ну-ка покажи-ка на камеру сюда. Видишь, хорошего вытащил, поздравим. Вообще хороший. Так, на наживку у нас получается кальмар. Отлично. Ой. Так, я к вам иду за медом, кстати. О, давай. Сейчас дорогу принесу еще. По пути. Кругами идет. Как отсюда пойдет? Ты сюда к нам придешь? Ну да. А ты хочешь к нам прийти? Давай. А что его ломать? Он не ладывает. Он нет. О! Видим, вот разин. Так, у нас тут два блогера сидят, живут вместе. Два начинающих. Как ночевали, ребята? Тепло было. Было тепло, да, комфортно, да? Ну, нормально. Ой, смотрю, у вас полы такие прям. Да какие-то не... Все плавает. Какие-то не очень, ага. Начинающие. Вот такая у них палатка. Ну, надеюсь, что палатка покажет себя в процессе эксплуатации, узнаем, как. Более-менее. Это говорит о том, что уже нормально, да? Да. Вот. Ну что, подарки когда будем вручать? Сразу сейчас? Мы готовы, потому что ножи мы... Ладно, сейчас принесем. А что, Не, как выйдете, сразу вручим. да, мы сейчас выйдем на рыбалку. Да, вы сейчас А где будешь вручать? На улице? Да, наверное, а где еще-то? Можно к нам зайти. Жиганск. Не, к нам зайдете, к нам в палатку. Может, палатку, да, к тебе? Да, в палатку ко мне зайдете, да. Это Поволжская, да, ты так, я так полагаю? Нет, это алтайский. Это алтайский мед, Поволжского чуть-чуть, но мы тебе тоже дадим. Липовый, да, это? Ну какой липовый? Цветочный? Это цветочный. обычный. Разнотравие? Это или- разнотравие. Вот. А Поволжье называется цветочный. Ваше разнотравие. Это передал Сережка, мой друг. Его отец делает мед, замечательный хороший мед. Хороший мед. Он прям во рту тает. Да, его прям видно, что он не засахаренный. А в Якутии, наверное, нет, да, пчеловодства-то? Не, есть как-нибудь. Холодно же. У нас свои тут это, пчелиные
пасеки есть у людей. Фермеры. Полярные пчелы. Все, сейчас уже климат меняется. Даже зимой носят мед. Да, все. Скоро в Якутию греться будем приезжать. Будете, да. Ну что, хватит, наверное, давай. Да, еще придешь сегодня. Хорошо. Завтра приду. О. Так, вот такой вот медик нам подогнали, ребята. Обменяли носорогу. Тебя клюет жестко. Медведь, красава. Что-то у нас не клюет вообще. Они, видать, Носорога на то у дна вообще. я не много. За верхнюю, да? А, у тебя два, поэтому. У меня только Ой, один. ёпонь. Не стакан. Крючок. Вот. Дмитрич Красавелла. Потихоньку дубасит. Чего и вам желаем. Да, мы сейчас маленько тоже переделаем, что у него две мормышки. Можно к вам? Да, можно. Где кумкан? Это убери его, носорог, бери себе. Жирность ставить. Все нормально. Андрюх, открой замок до конца, пожалуйста, внизу. Можно Ну, туда поставь. Ну. Дмитрич, можно к тебе сесть? Эй, Володя, ты оказывается. До конца замок открой внизу. Когда заходишь, да. А что, я не до конца открыл? Ну, Проверки. Вон и жирность, бери. ты возьми коробку, вот там сядь вот. Вот, А где Андрей-то? где-то шел, не дошел. Шел, не дошел, да? Там еще два ребята. Маленьких. Ну вот, сам. Нарезкой, да. А он целую сейчас поймал. Вот Да? такую щуку. На такую? Да? Нет. Что я вчера брал еще. Да, тут помельче немного. Сорога-то ябкарный бабай, хорошая, прям добротная. Там еще два летит. Сейчас мне Слава подарит инструменты, я буду сорок этих пилить. Что, подать тебе? Самые маленькие. Не, эту камеру не надо, вот пока есть такая. Лед-то сколько? Так, друзья, сейчас будем вручать подарки. Быстренько сейчас все придут, ребята. Начнем с вручения. Уже такой лед толстый, да? Ну никак не соберутся ребята. У нас уже традиционное вручение подарков, да, в прошлом году ребятам ножи дарил, вот, нынче для ребят сделали ножи из нержавеющей стали, для, так сказать, это, чтобы, если подмокнет, то не заржавел. В принципе, есть ножи из нержавейки, есть и из обычного металла. Ну, давайте вот Мой из обычного металла. начнем с того, что вот такая вот наклейка, Вчера ездил туда. клевая рыбалка, Ножом своим. вот, каждому. Держи, Андрей. Дочка подарила. Такие вот наклейки можно найти на сайте. Вот. Держи. У меня на ящике такая уже есть. С другой стороны. Вот, Андрей, гость наш. На спину, на куртку. Да, я же готов. Там представь. Клевая рыбалка идет по стране. Будет клевая рыбалка? Будет клевая рыбалка. Не, клевая будет рыбалка. Держи, Андрей. Тебе такая наклейка. Идет клевая рыбалка. Володя, тебе тоже. Спасибо, Слава, спасибо. Так, лунку подай сделал, такие, что это, рыбу календарь. показал, потом закидываешь. Будут у нас везде теперь Да. эти наклеечки висеть, красоваться на машине. Теперь вот такой вот календарь каждому на 2022 год. Рыбы Якутии называется. Вот. О, это круто. Вот, ты Вот. другу сделал. Верхний прикрыл. Не, а у меня каждый год фотография меняется. Вот это основная. Слава, Здесь по-другому. Может, ты их потом это подаришь? Не, это само Не, он собой. Да, вручает, я это потом может подарю. вручает. Даже Вообще не наклейки перебивай, тоже. блин. Да, держи. Это мой. Давай наклейки. Я вообще потом мой подарю.
Да, просто мы их намочим. Я знаю, они Как у в вас прошлом году. сломаются, Нет, намокнут, ходить все 10 дней в руках. намокнут, все это сломается. Давай. Я бы приклеил туда. Вовка свою не отдает. Приклеишь на печку. Ага, ты сразу так, давай, Андрюха здесь приклеить. На спину? Я не против. Вот так, ну, Клевая, у меня будет девиз «Клевая рыбалка». Так, также вот самым фанатом вот Дмитричу обязательно, потому что у него такой как шапки нету, вот клевая рыбалка, держи. И Андрею вот даю. Держи. Спасибо большое. А для ребят отдельно у меня другой Теперь подарок. Калининград будет знаться. Для блогеров отдельно. Для блогеров, значит, ребята из ювелирной компании УРУ приготовили вот такие подарки. Так, сейчас вот закрытый. Такие вот серебряные блесна. Посмотрите вот. Это имение. Ну, да. А на 60 можно леску ставить? Надо, наверное, Да миллиметровку надо. Рядом с лункой опасно. Сережки сделать. Чисто серебряная, поэтому вот. Рыбачите, сказали, почаще, да. И пускай здесь обязательно попробуют рыбачить. Блесна все на канале, на сайте клёвая-рыбалка.рф есть. Поэтому, кто не заказывал, друзья, заказывайте на подарки. Вот, каждому даю. Держи, Андрей. Спасибо. Слава. Спасибо. Вот все. Так, это еще не все. ура, ура. Спасибо. Да, да. Такого я еще не видел. Течение подарков можете смотреть. Вместе с проводкой можно. Так. Как нам ее ловить? Потом будешь как это, каждую щуки в рот заглядывать, если срежет, например. Как в прошлом году. Как в прошлом году Искали поймал, щуку, так, где которая моя блесна? Похитила блесну. Так, вот сейчас наготовим ножи. Я вчера увидел этот нож, Слава, вот этот вот. Я думаю, надеюсь, он такой не подарит. Вот, смотрите, друзья, вот такие ножи. Для них Михаил заготовил. 95-18 сталь. Вот. Всем троим дарю. 95Х18, да? Да. Вот, средние это ножи, якуты, получаются, якутские ножи. Также есть на сайте клёвая-рыбалка.рф. Так что, ребят, пользуйтесь. Зато сейчас с одной стороны. Держите вот. Так. Спасибо, спасибо, Славян. Сейчас монетку, кстати, я привез монетку. Да, монету надо дать. Хорошо, ладно. А то зрители А напомнят. что ж мы монетки-то? Монетки мы привезли, ребята. Да, Я да, да. точно говорю. Поэтому надо будет показать, что монетку я дал. Сергей Соболевский нынче приезжал весной, вот оставил тоже подарки такие вот. Это воблера ручной работы. Ежегодно он их дарит вот ребятам. Сказал, что обязательно попробовали летом когда-нибудь. Жалко их закидывать сюда. Держи, Такие держи. красивые. Вы те тоже, да, не закидывали, да? Так. Скажу честно, Раскахаришься. очень красивый воблер, даже жалко его. Даже Коряги, жалко забрать. коряги куда-нибудь. Блесну не жалко. Так, друзья, потом идет вот такой вот воблер ручной работы, handmade написано, фирма Изуми, вот. Ого. Изуми. Дорогая фирма. Да, вот эта фирма появилась у нас на сайте клёвая-рыбалка.рф также. Можете там заказывать. Держите вот каждому по такому воблеру, это балансиру. Балансиру тоже попробуйте, ребят. Спасибо. Кстати, я привез таких балансиров еще. У тебя тоже такие же есть, да? Тоже Изуми, да? Не такой же, а ну, вообще есть. Да, такой же. Ну, Расцветка другая. Такие воблера, ребята, вы точно нигде не видели. Они легкие и при этом большие. То есть где-то рыбачить на небольших глубинах можно. Так, Будем опробовать. Кстати, я щучку поймал. Я чтобы давай. была шире. Так, друзья из Баяная, из редакции журнала Баянай дарят каждому вот такому журналу вот, почитать вот Баянай вот. Да, это, кстати, журнал, в который я не написал ни на одной статьи, да? Обещал. Поэтому Саня так тяжело ехал.
Вот, держите. Каждому. О, вечерами будем читать прессу. Пустите, Андрей. Спасибо. Нет, почему? Там на этом. Там не на русском, там на этом. Там на якутском? Я вчера Не на якутском, там на русском. Я вчера вас понимать стал на ютубе. Слово аккумулятор услышал, и понял, что его ищет. Аккумулятор, я такой, о, он здесь. Так, потом вот такие бруски. Тоже, Для заточки ножей? да, микрокорунт, старинные, вот советские еще, абразивные. Офигеть. Ну, это вот для правки вам. Где нашли, где Для откопали? правки бритов и ножей. Спасибо. Мах 3 будет. Андрей. Пока на этом все. Спасибо. Ребята, а вам привез я на память Музыка, что ли? славный город Барнаул. Календарик. Это на магнит. Тарелочка такая. На этот, на холодильник, да? Ее можно не на холодильник, ее вешать на стену или куда-нибудь. Ага, Там ну, есть спасибо, специально это. спасибо. Это там герб нашего города под шпилем Да, хорошо. на память. Ага. У меня уже Калининград есть такой вот. Да. Я Два Славе Калининграда. уже подарил, а вам еще не дарил, друзья. Тоже такие Палатку завешаем магнитами. Чтобы не висеть сюда. Кёнигсберг, сейчас покажу. Что там показывает? Да, это вот такая Тоже тарелочка. подставочкой, да. С янтарем, как традиционно, Но... символ. Да, Кёнигсберга. символ, да, Калининграда. Это тоже мне? Спасибо. Это что такое? Это подставка, чтобы ставить. А, подождите, Как тарелочка стояла. Андрей. Андрей. Держи. Я тебе забыл. Ну, я ж тебе забыл нож дать. Ты чё? Ладно, ничего страшного. Не, никак. Ничего страшного. Тебе тоже досталось, да? Александр, ходь, 12. Вот, держи. Спасибо. Вот Андрею тоже нож. Все, в общем, всем подарки раздарил. На этом все, друзья, расходимся, идите рыбачить. Спасибо большое. Спасибо. Слава, Не за Слава. что, не за что. Все. Теперь с подарками. Да. Счастливые, пойдем Да, ловить да. рыбу. Да. Ножи вообще это то, что как раз у нас не хватало сейчас. Смотря на ложке. Ну вот, друзья, раздарили подарки. Сейчас будем приступать к рыбалке со спокойной душой. Да. Сейчас вот с Дмитрием решили замесить прикормочку сделать, да, такую смесь. Прикормку нам Володя привез прямо с Калининграда. Какая-то очень пряная, да? Пряная и очень пахнет сильно. Дмитрич сказал. О, Дмитрич кого-то тащит там. Ну что, окунь? Че, как окунь идет, да? Не, здоровая сорова. Сорога. Вообще хорошая. Я не тарелал, да. Не стакан с 5 заряди. Ну, за верхнюю только хватает. Говорит. Какими-то пряниками. Да? Водички. Вчера ехал вот на подъезде, ударил в кустах вот ящик свой, смотрите, его кусок аж выломало. Поэтому так вот. Так, у меня тоже
Попался наконец-то. Здорово. Спасибо. Спасибо. На поверхность, ага, где-то 20 сантиметров от дна берет. Наконец-то я поймал первую рыбку свою. Вот. Хороший чабак. Каждый день сдавали вещи в камеру хранения, это сало замораживали, чтобы оно не пропало. И в итоге мы его собакам несли. Хорошо. Ну, бывает все. Кто держит это, Михаил? Ага. О, Дмитрич тоже есть. Потихой. Я вон что-то уже сколько уже поймал. Сколько уже поймал? Маленький. Я не надо, правда. А, у тебя не высоко она, оказывается, стоит, да? Так. Так. Это хорошо, это радует. Ну, Такую погоду на улице сидеть. не надо на улице сидеть, да? Ну, такую погоду в палатке сидишь, значит. О, Дмитрича клюнуло опять. Лохомба я говорю. Хороший идет, ага, говорит. Лохомба, вот. Сразу машина. Ну, давай, смотрим. Ждем. О, меня подцепил. Вот. Да. Ой, я побрахала земля. Ну, я лохомба нечаянно себе. За нижнюю, да, или до верхнюю? Да, она рано кнопка. Она такая не горит. Сорвался, ничего страшного. О, Дмитрич опять поймал. Поймал, это рыба ёпта. Я не кнопка. Аборда, да? Угу. За верхнюю, говорит, берет. Снова рыбу поймал, смотри-ка. Нормально, только мастара, там реке так бьет. Деньги вам сколько. Старали, Есть. Не идет. О, твою зацепил, походу. О, мило. А он такой, который скивает. Кто раз-то? О, мило батахмат. О, редко, но метко попадается. Хорошие прям. Вот такие. Да, прям хорошие Зависть экземпляры. берет от таких. Да. Вот такие вот ребята. Так, Дмитрич снова тащит. Ну, вообще хорошо. Опять за верхнюю берет. Ну, две получается. Вот такие. Аллах, кукуруза не едет, тебя падает. Вроде идет. Хороший. Ну такой, жерличный. Небольшой. Ну вот этот уже пойдет на жерлицу, да? А, эти бараны. Это не то вот. Он долтается. Дмитрич успевает дубасить, пока мы тут летаем на квадрокоптере, делаем съемки.
Прямо в руки, можно так сказать. Совершили съемочный полет. Сейчас с Дмитриевичем пойдем под берег, да? О, пока Дмитриевич там сидел, о, меня походу, я походу твою зацепил ту. Вот я Дмитрия отправил. Смотри-ка. Дмитрия. Точно, это я зацепил? Да. Ну. Я же говорю, зацепил твою, походу. Они обрадовали. Думал, да? Лично взял. Он на кем потом. Моего зацепил. Ничего, ничего. И опять ушел. Сорвался, да? Так, очередная поклевочка. О, хорошенький, неплохой. Ну и идем в очередную. Вот на одного кальмара я уже столько вот рыбы выловил. Причем не меняю абсолютно, потому что клюет хорошо. Зачем менять? Запах, вкус есть. Да, запах, вкус есть. Вообще один кальмар практически на полсезона, на сезон даже может хватить, да? Если не часто, если рыбачишь. Только что была поклевка. Вот тоже маленько так пошевелим, чтобы к нам подплыли. Так сказать, показать, что мы тоже есть. Есть. Сразу схватил. У меня много денег. Угу. Ну сейчас отцепим. Оба. И денег ходит, Все, твоя отцепилась. О, смотри-ка, в палаточке-то как мы, а? Даже никуда ходить-то и не надо, да? Вот что? У нас и здесь неплохо клевает, да? Так, друзья, давайте пойдемте порыбачим снаружи. Дмитрич уже вышел. Сейчас вот хочу позвать Андрея и втроем посидеть. Вот посмотрите, вот фирмы Изуми вот такой вот балансир изготовила. Давайте попробуем его погонять. Посмотрите, он с двумя вот такими вот крыльями. То есть тут вот хвостика нету, получается, бокового. Я так полагаю, что это зимний балансир. Сейчас проверю, как он работает. Ну да, вроде так вот. Его заносит вот так вот. Отлично. Пойдемте с ребятами
порыбачим. Здесь вот сейчас подъезжал подписчик Денис. Жиганский парень, рыбак тоже. Сфотались. Давайте пойдемте. Ну вот, друзья, вышли снаружи. Такой вот сегодня у нас ветерочек. Сейчас пойдем к Дмитричу. Он там, получается, стоит чуть поодаль. Так как ребят все буры утащили, придется батыей пользоваться. Это вот такой вот инструмент наподобие топора. Для топора можно использовать в качестве пишни. Вот. Давайте пойдемте. Дмитрий чего-то уже стоит, дубасит вовсю. Сейчас я Андрея тоже пригласил. Пойдемте, говорю, втроем посидим там вот. Будет веселее, когда нас втроем рыбачим. Дмитрич там уже вовсю дубасит. Смотрю. Ну чё, как? Есть контакт? Оба-на! Да тут прям один за одним, смотрю, вот. Посмотрите. Заброс, поклевка, да, сразу? Давайте здесь тоже где-нибудь. Прям, а? Глубина сколько? Где-то 3 метра глубина. Посмотрите, как много снега. Снег, друзья, очень много просто. Хочу вот так камеру поставить, чтобы тебя захватывало, меня. Ну что, попробую? Нормально. Так, опускаем балансирчика.
Оба. Есть. Щука схватила, а? Смотри-ка. Дмитрий. Щука на щуку. Балансир щука. Что, есть, да? Есть контакт? Нет, тут щука у вас. Маленькая щучка, на нее. Да, вот мне вообще игра понравилась, вот этого Вов, вот этого балансира, он вообще классно так это, у него прям, вот подкидываешь его, да, он далеко планирует, вообще далеко, разбег такой большой у него, вот за счет боковых крыльев, видимо. Интересная довольно изобретение. Есть. Опа. Щупак, а. Еще одна щука. Ничего себе. А? На щуку вообще хорошая, оказывается. Они видят, думают, маленькая щука. Надо устранить это конкурента. Я хороший балансир. Bana kadar kirlere de verilmiş. He. А я, друзья, ищу прошлогоднюю свою серебряную блесну, которую здесь потерял. А вдруг какая-нибудь щука попадется с блесной во рту. Ну, хотя щуки, когда попадается, ну, у нее крючок во рту, то она начинает выделять свою желудочный сок, кислоту, которая... О, есть! Кто это? Ох ты, смотри-ка, Дмитрий, вообще хороший. Вот это да. Ай да, балансир. Вот чисто щучий балансир, оказывается. А?
Ну хороший балансир, слушай. Мне понравился. Щук ловить. Щук ловить, а? Переживает. Вот, друзья, самый крупный улов сегодняшнего дня мой. Вот. Смотрите. Андрей, вон там рядом бурись тоже. Сейчас будем это снимать, съемки делать. Вот такой вот балансир. Фирма Изуми на сайте клёвая-рыбалка.рф он тоже есть. Просто бомба. Балансир. Вот Андрей к нам присоединился. Он приехал к нам из Калининграда. Андрей, расскажи свои впечатления. Как тебя? Супер. Супер, да? Супер, да. Долго добирались, конечно. Но... Конечно, это удручает, да. Но осталось порыбачить сегодня и завтра, да и послезавтра немножко, послезавтра да? чуть-чуть. Ну что, как вот, сколько ты сегодня поймал? Вот расскажи маленькое интервью. Хорошо поймал. Клюет хорошо сегодня? Как сегодня клевало не очень по рассказам пацанов, но мне лично нравится. Да? Мне лично супер. В каждой лунке есть поклевки. Рыба крупная, не такая, как рассказывали по килограмму, но нормально, отлично. Мне очень нравится. Отлично. Природа шикарная. Да. Вот. Там Лена. Да. Вообще, полярный круг недалеко. Да. С самолета еще Лену увидел же, да, получается? Да. Якутия вообще бомба. Классно. Вот, поэтому это очень хорошо. Отлично. Ну давай. Да, сейчас будем ловить. Да, сейчас. Что-нибудь поймаешь, кричи. Буду подходить. Вот, друзья, очень приятно, что вот люди так отзываются о нашей республике. Вот. И поэтому стараемся держать, как говорится, марку, не падать. Вам приятного просмотра. Давайте ловить дальше. Вот, ребята, вот так поставлю я, чтобы было видно. И там, и тут было видно, чтобы. А мы сейчас продолжаем дальше проверять наш балансир, потому что щука, подозрение мне такое. Вроде ничего не употребляли. Мелко, да. Мелко? Ветер есть хоть? Ты ее хвостом, оказывается, вытащил, да? Ну да. Да, только забросил. Это сегодня моя, по-моему, 6-я или 7-я щука Да за ты день. чё? Да. Обалдеть. Ну поменьше те были, ну нормально. А это уже хорошая, да? Самая крупная, да, Ну сегодняшняя? сегодняшняя, да, уже хорошая. На чё рыбачишь? Какая-то айсовская, да? это или Азовская что? блесна, да. Это у нас литовцы делают. Это у вас возле нас. Литва делает, да? Да, У вас вот считается самая вот как бы. Я у Володи видел первый год. Вот Да, такой. отлично, да. Ну вот такую вот снасть. Глубина сколько? Вот 1,5 метра. Нормально. Да, 1,5 метра, и она здесь ждала, пока я из Калининграда приеду. Да. Есть. Щука. Сошла щука. А? Щука, ага, была, сошла. Надо же, сколько здесь щука. Есть.
ты смотри-ка, опять щука ушла. Да, а у меня чисто щучий. То есть берет только щука. Вот. Я вижу, у меня такой есть. Короче, щуку ест только щука. О, окунь тоже ловит, оказывается, на балансир щуку. Посмотрите, окуня тоже попадаются. Небольшой, правда. Ага, кто-то ударяет. Кто-то пытался сейчас ударить только что. Вон кто-то бегает там, пробегает на ту сторону. Красавец. Оба! Вот это удар. Чуть этот, удочку из руки не выпало. Ну вот, смотрите, вот такая вот замечательная щука. На моем счету сегодня уже 2 я выпустил, 5 щук, 1 окунь и плотвы, не помню сколько, гора, короче. Сейчас можно пройтись будет по ребятам, поснимать, что у них, как дела. И потом... Да, поставлю с удовольствием. Вот здесь вот когда вы перевернули, тягал, короче, карабин сорвал, сволочь. Такая где-то на 5 была. Щука. А? Щука. Щука обломала карабин. Но... Не лезть, ничего, просто карабин. Так, сейчас идем на сработку жерлиц в Андрея, потому что я сам жерлицы не ставил. Мы сейчас занимались снегоходами, вытряхали их. Скорее всего, самострелы. Не, там слишком крупные живцы, да? Да, сейчас посмотрим. Но могут быть и щуки. Вот особенно здесь. Нет. Да, есть. Ну, леска не вымотана. Леска не вымотана. Так. Берем. Нету ничего. Вот он. Вот Он хоть желез. покоцанный? Нет. Нет, не покоцанный, но здоровый. Слишком большой. Большой желез. Надо Он хвостом. смог ее. Это вымотано. Это вымотано. Ну, не знаю. А, значит сидит. Ну, не знаю. Сидит. Ну, вряд ли. А, тоже живец крупный.
еще. Нет, здесь как будто щука. Как будто бы. О! Но здесь щука была. Да? Тяжело шло, да? Щука была, потому что ну, не крупная, она залет уперлась. Ну я все, чуть, тогда понятно, мелкая щучка. чуть слабину дал, Да, она да, раз да, да, ушла вместе с живцом. Крупные, мне кажется, все-таки они, наверное, чуть поглубже где стоят. Нет, Потом выходят кормиться. фиг знает. И там у меня стоят, и там знают, кто стоят. Ну пускай стоит. Но эта щука от нас не убежит. Угу. Так. Главное, чтобы она эту жерлицу в халам не сломала. Не сломает. О, выстрелила жерлица. Прям на глазах только что. Прям так. Резко прям так. А тут щука. А тут вот такая платформа. Это щука. Это щука. Вот щука как раз. Вот ее разматывает. Да, ничего себе. Разматывает. А сколько здесь длина? Ну, Лески вообще, обычно. Обычно метров 10. Да, метров 10 достаточно. Да, вот она разматывается. Нормально, никто ее не сломает. Пускай заглотит там вот такой живец. Ничего себе. Ну, стало очень это заинтриговало. Будем смотреть. Посмотрим. Пускай заглатывает она ее. Заглатывает. Вот сейчас, может быть, она ее, когда в пасть взяла, сейчас пытается перевернуть, чтобы пошло. Этот тройник достаточно большой. Вот. И нужно выжидать, да, какое-то время? Ну, я выжидаю, потому что вот у нее сейчас вот она сделала, она пошла, потом пауза, а потом переворачивает ее и снова пойдет. И вот когда снова пойдет, вот тогда надо его подсекать. Я так думаю. Хорошо. Вот сейчас. Главное, чтобы она не пошла, и вон те сзади, которые стоят, не запутала. Не. Тут это... Сейчас она думает, ну вот сейчас ее надо съесть. Возможно, что щука хорошая. Если такого большого позарилась, да? Угу. Ну что, пауза. Или подождем еще чуть-чуть. Не знаю, смотри. Сам. Тебя, по-моему, зацепилась леска, что ли? Ну она бы шевелилась. Нет, тогда. она вот, все отлично у нее идет. Она все стоит, тем более для щуки этот бросит. Давайте будем пробовать подсекаться. Давай. Наверное, что делать? Чувствуется? Что-то похоже, что есть. Главное, чтобы здесь вот на подходе не сплюнул. Да, ну есть точно. Причем хорошая, что ли-то? Что-то. Вот Ух опять ты! Вот только здесь ушла. Даже вон рыбу покажи, как покоцала. Только Всё. вот здесь ушла. Отпустила вот. Да, вот. Она пыталась ее, мы рано, по-моему. Ну да, наверное, ее надо было. Ну хотя если была бы крупная щука, она бы ее в раз, наверное, проглотила. Ну, щука хорошая была. Потому что она не давала, как бы сильно вот цепляется за лед здесь. И вот такая штука происходит. Ясно. Блин, Такой вот живец, ничего у тебя. за один раз три этих. 3 поклевки. Да, обидно. Ну ладно. Может, не на ту сторону наматывал, несчастливую. Ну давай в другую. Хорошие щуки. Хорошие. Жалко, может быть, поторопились. Ясно. Вот такая ситуация. Ну вот, друзья, погода начинает распогодиваться. Сейчас вот приехали мои знакомые ребята, Богдан, Артур, которых вы все знаете. Молодые начинающие рыбаки Жиганска.
И сейчас чуть попозже сходим к ним. Я уже съездил, пока снегоход отряхивал от наледи. У них попалась при мне небольшая щучка, ну совсем небольшая. Я сказал, пусть немножко подкопят, чтобы... Вообще думаю сейчас палатку попробовать перенести, переставить ее, чтобы сидеть уже по сухому, а не в этой жиже плавать. Вот. Давай, 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 мы верим. Ребят, у нас тут уже глобальный потоп начинается. Вот. Мы тонуть начинаем. Если немного погреемся, потащим мне. Можно Аллаха надо? Ага, Ямаханом брать джембе. Коробка. Видишь, вот хомусом заиграл сразу. Клевать начало. Ага. Что такое? Мелочь какая-то. Жерличный. Жерличные подошли. Он удаван уже. Что такое? Что боится? Да ты чё? Так бы трава так бы была. А мы дирали. Чё, ну? Давай. О, наконец-то. Давай, Дмитрий сейчас берет. Потом мы идем. О, вот это да. Вот это да. Тут караван оторвал. Вот это да. Демонтируем река. Глава не подпили. Вот это да. Вот это да. О, полметра, да. У меня чуть поменьше был. Обалдеть. Может, не будем переезжать никуда, Дим, да? Только плавай. Я варен читаю. Конечно, я уже. Ходил в батахки. Я ходил в батахки. День не тяспа. Тем более бегут, не привыкать к энерго. Но мы будем уверены, что это такое. Так, друзья, сейчас вот принимаем экстренные меры. Сегодня распогодилось, будет очень холодно по прогнозу. И из-за этого мы сейчас переставляем нашу палатку, потому что очень много воды в палатке набилось.
вот так вот быстро передвигается палатка. Достаточно с места на место. В отличие от палаток вот такого типа. Наша палатка проверена уже Якутией, суровыми условиями, поэтому она уже там. Вот. Так, идем к Богдану. Ну что, привет, Богдан. Здравствуйте. Как у тебя дела? Как учеба? Ну, все хорошо. Сейчас, что, рыбачишь? Да, не получается. Вообще не получается, что ли? Ну, там клюет очень жестко там вот так. Ага. Правда, это когда отвлекаешься, что-то бывает. Вот так. Тиш, и уходит сразу. А ну покажи-ка, что там у тебя этот. Какая у тебя блесна? Может, дело все в блесне? Ну, что-то крючок маловат, слушай. Маловат крючочек-то. Еще надо его он у тебя загнулся неправильно. Надо его разгибать. Ясно. Что-нибудь поймал, нет вообще? Ну, я нет, он, да. В смысле, за весь день ничего не поймал? Йоу, так надо не здесь. Надо туда тогда идти, вот где ребята ловят. А вот этот рыбак что-нибудь ловит, нет? Конечно. Да? Вообще. Один за одним, да? Сколько один за одним, да? Да. Ну пойдем подглядим-ка, как он рыбачит. Не хочешь пойти? Пойдем. Сейчас подглядим, как он рыбачит. Так, друзья, я напомню, Богдан и Артур как-то рыбачили со мной 2 раза даже, по-моему. 1 раз. Ну, весной мы с ними рыбачили. Сейчас они приехали со своим наставником Алексеем Алексеевичем. Завтра он меня пригласил на проверку сеток. Думаю, съездить тоже будет интересно посмотреть. Вот, ребята тут пешнями долбят лунки. Сейчас идем к Артуру, узнать, как у него дела и успехи в учебе. Ну что, Артур, как у тебя дела-то? Поймал что-нибудь еще? То есть щука и окунь, да? Ну пойдем посмотрим мастер-класс вон того рыбака. Кого? Вон там сидит, который вон. На что ловит, как ловит. Пойдешь? Давай. Пошли. Как успехи у тебя в школе, в учебе? Хорошо. Хорошо? Отлично, да? Молодец. Так, что еще? Вот ящик, смотрю, у тебя появился, да? Расскажи про ящик маленько-то. Откуда? Ну, выиграл я ящик на соревновании по рыбалке за самый большой лов. Ага. Я свою щуку 3 килограмма 100 грамм. И мне его вручили. Круто. Ну, хороший, да, ящик? Нравится, да, тебе? Да. Отлично. Ну, пошли. Посмотрим. Что-то пацаны сидят долго. Ничего не ловится. Сейчас пойдем. Рядом с ними тут сидит рыбак, профессионал. Посмотрим, как у него. Может быть, он согласится немножко мастер-классу преподать ребятам. Приехал к нам из Алтая. Из горного Алтая. Так, в общем, мы... тезка, вот я тебе несу. Притащил 2 рыбаков, чтобы ты показал им мастер-класс. Потому что они весь день стоят рядом с тобой. Ничего не поймали. Расскажи, как у тебя, что, клюет? Ну, я ставлю маленький балансир. Покажи. Вот такой у меня балансир. Вот, смотрите, ребята, у вас есть такой же? Ставил его, нет? Сегодня? Он у меня... Дома? Нет, в ящичке. А, в ящичке? В ящике. Небольшой балансир ставил.
И как и проводка? Как делать? Довожу вот до дна. До дна, да? Вот до дна довел. Постучал по дну. И потом начинаю проводку. Ну, делаю несколько таких взмахов. Вот пошел вверх лесенкой. Поднимаю. И вот я вверх пришел, здесь помахал, позвал. И начинаю потихоньку ступеньками вниз идти. Но уже паузы делать. О, видели? Мелковатый, конечно. Ну, на жерлицу само то. На жерлицу само то. Сейчас отпускаем. Уже когда рыба заинтересовалась, она начинает идти за балансиром. И начинаем потихоньку вот так опускать. Вон, видели как? А глубина здесь не глубокая, я так понял, да? Да, здесь метра 3, наверное. Может, чуть больше. 3, наверное, все. Так что здесь вот, ребята, рядом буритесь. Рыба Вот есть. где-то здесь вот. Я вот сейчас вон там хорошего грамм на 900 вытащил. Вон там шевелунки. Да, можете либо здесь. Самое главное, когда начало клевать, нельзя сбавлять темп, нужно быстро доставлять приманку обратно в то же место, потому что окунь — это азартная рыба, и когда он теряет азарт, он разбегается. О, поняли? Все, давайте, ребят, удачи. Не замерзли? А? Что-то прохладно, как будто одеты. Нормально. Я думаю, получится, пробуйте. По моей схеме всегда работает. Ну вот так вот получили ребята мастер-класс. Желаем им ни хвоста, ни чешуи. Сейчас за ними приедет Алексей Алексеевич. Сейчас завтра, думаю, увидимся на проверке сеток. Так что смотрите, будет интересно.